В республике проходит форум «Будущие интеллектуальные лидеры». В селе Чапаево Хангаласского улуса уже 4-й год подряд собирают стипендиатов Малой академии наук. В этот раз собирались 85 детей с достижениями по научно-исследовательской и олимпиадной деятельности. На прямой связи со студией наш корреспондент Ульяна Шагина. Ульяна, здравствуйте. Расскажите о форуме, кто принимает в нем участие и что интересного подготовили организаторы мероприятия. Кристина, здравствуйте. Ежегодный форум проводит Малая академия наук республики. В этом году участвуют в форуме победители конкурса стипендий, который ежегодно проводит Академия наук республики. Это те школьники, которые заработали высокие баллы своим участием в разных, не только республиканских, но и во всероссийских конкурсах и олимпиадах. Кстати, они же получают ежемесячную стипендию от Малой академии наук в размере 3000 рублей, что является неплохим подспорьем для школьника. В течение 3 дней здесь, на этой площадке, для них будут проводиться разные лекции, игры и мастер-классы. Темы самые разные, от театрального искусства и до практической электродинамики. В общем, будет не скучно, обещают сами организаторы форума. И вот что ожидают от форума сами участники. Я ожидаю от форума много интересного, встретить своих старых, а также новых друзей. Смотря по программе, будет очень много интересных лекций, а также мероприятий. Годом мне становится все более интереснее и интереснее, но именно в этом году я хочу услышать много интересных мыслей, которые будут озвучены на этом мероприятии. И, конечно, ожидаю много также других знакомств и порассуждать на различные темы, которые будут именно в этом мероприятии, и узнать что-то новое, много чего интересного. Форум с одноименным названием «Будущие интеллектуальные лидеры» проводится ежегодно также и в городе Ярославль. Он носит статус всероссийского конкурса. Якутские школьники также ежегодно участвуют в этом конкурсе со своими интересными проектами. Кстати, аббревиатура названия форума звучит как «БЕЛЬ», что в переводе с якутского языка означает «знание», что тоже очень символично. В течение 3 дней здесь, на этой площадке, обучать детей будут специалисты и руководители различных ведущих компаний региона, а также победители всероссийского конкурса «Учитель года». Все они на днях должны быть здесь уже в Якутске. У меня все, Кристина. Спасибо, Ульяна. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Ульяна Шагина.